Прогнозы, что гонка будет необычная, делали многие, но что она станет лучшей за все время существования беспредельных гонок, наверное, не предполагал никто. Уже 13-е гонки без правил состоятся сегодня на полигоне «Патриот». Трудно представить, что организаторы 7 лет назад предполагали такое повальное увлечение автомобилистов города Якутска и его окрестностей этим экстремальным видом спорта. Формирование заездов происходит достаточно быстро. В течение 5 минут 20 машин выстраиваются в несколько линий, и остается только дождаться отмашки флага, чтобы гонка началась. Сегодня на старт вышли более 40 подготовленных автомобилей. Но магическая цифра 13, я думаю, даст знать о себе прямо с этого первого заезда. Первый заезд и сразу же первая мясорубка. Пробка на стартовом вираже заставила зрителей взреветь на трибунах. А гонка, по сути, только началась. Едва завершился первый заезд, а Леонид Шибаев, комиссар по безопасности, никогда не веривший в приметы, к цифре 13 стал относиться как-то по-иному, с уважением. В этой гонке, что интересно, это 13-я по счету гонка, и в ней участвует 13 новых участников из этих 41. Ну, традиционно у нас заезд будет разбиваться, значит, в общей сложности 7 заездов. Спортсмены разбиты на 2 группы по 20 и 21, соответственно, в каждом из заездов. Они отъезжают по 3 заезда, и потом уже будет финальный заезд. Раньше на трассу выходила одна, ну максимум 2 технички, эвакуирующих обездвиженных москвичей с полигона. На этот раз, по-моему, была задействована вся свободная техника, чтобы очистить трассу для следующих заездов. Настолько много было переворотов и столкновений. Только 2 заезда, а уже все, как говорят москвичи, в шоке. Да, собственно, и гости из Москвы не ожидали увидеть такого в северной столице. Я вот смотрю, из 2 заездов не вышла только одна машина, это 6-й номер, остальные все вышли. Это раз. Во-вторых, очень много зрителей. Я смотрю, что и якутяне действительно интересуются этими гонками. Гонки без правил вот уже 2 года, как стали командным видом спорта. Раньше ими увлекались лишь индивидуальщики, люди, которые просто не могут жить без адреналина в крови. Теперь на первый план вышла стратегия и командная борьба. Как правило, спортсмены между собой еще и формируют группировки для того, чтобы все-таки построить свою тактику, стратегию на гонке. И, то есть, как они хотя бы не объединены в команды, но они имеют какую-то общую стратегию по определенным группировкам. Ну а как вы считаете, возможно, что в скором времени команды индивидуальщиков полностью вытеснят с гонок без правил? Ну, я думаю, что в принципе у команды, конечно, больше шансов на победу. Но не стоит забывать, что если человек все-таки загорелся этой мыслью, этой идеей гонять на гонках без правил, и он входит туда индивидуально, то, как правило, входит индивидуально, то все-таки вот именно новички, они будут входить как индивидуалы. И уже позже, может быть, будут группироваться или просто в группировке, или формироваться в команду.
Если вернуться к делам московским, то там гонки, подобные нашим, появились года на 3 раньше. И в них, как ни странно, принимают участие не только мужчины. В Москве, в Крылатском, более 10 лет назад эти гонки у нас начинались. И в настоящее время они также время от времени продолжаются. Помимо гонок на выживание, еще у нас есть такое спортивное мероприятие, как «Автоледи», где женщины со всей нашей Российской Федерации приезжают в Москву и выступают в том же Крылатском, на других стадионах. То есть даже уже для девушек данный спорт стал тоже досягаем. Может, в скором времени и у нас женщины начнут долбить друг друга на спортивном полигоне. Но пока гонкой правят настоящие мужики. Они хоть и называются гонки без правил, на самом деле основное правило, что ими занимаются довольно-таки мужественные люди. Хоть машины в гонках на выживание и считаются подготовленными, в них есть каркас безопасности и множество других предохраняющих спортсмена элементов, но после переворотов у участников еще долго трясутся руки. А без столкновений здесь просто невозможно. Видимость на трассе после нескольких заездов практически сводится к нулю. Поверьте, управлять автомобилем даже на такой достаточно небольшой скорости очень проблематично. Спортсмены едут без лобовых и каких-либо других стекол, вместо них металлические решетки. Представляете, какая пыль в салоне во время гонки? Экстремалы-водители едут практически вслепую. Проследить во время гонки, кто идет первым или последним, практически невозможно. Это могут сделать только секретари на трассе, и то не сразу, а спустя несколько минут после окончания заезда. Да, собственно, это и не важно. Люди приходят сюда совсем за другим, за красивыми переворотами, столкновениями, за своей дозой адреналина и хорошего настроения. Сейчас перед финалом вы можете что-то спрогнозировать, кто победит? Но об этом никогда нельзя прогнозировать, потому что, сами видите, непредсказуемо. Лидеры, сегодня почти все лидеры висят на ретардерах, поэтому гонка есть гонка. Ну а зачем тогда эти гонки, если они будут без столкновений, без переворотов? Как чувствует себя водитель, когда его перевернут или выбросят с трассы? Адреналин непредсказуемый. Само передстартовое состояние, когда сердце бьется, с груди выпрыгивает. И когда отмашка флага, все отключается сознание. Одно только цель – победа и все. Ну вот, а когда тебя вот сейчас выкинули, что чувствуешь? Ничего. Как говорится, хоть в финал не попал, но соперников устранил. По крайней мере, 2. Вот это главная цель, да, в гонках на выживание, выбить как можно больше соперников? Конечно, командная игра, командная гонка есть командная. Слабый убирает, остальных сильнейший идет вперед.
3 заезда делает каждая группа в ходе гонки, и только после них секретари формируют финальный, последний заезд. Финал действительно удался на славу. На старт, как ни странно, вышло более 15 машин, и каждый из участников постарался сделать все, чтобы победить. Слабаков здесь не было, не жалели ни себя, ни свои машины. Кто сейчас смотрит эту программу, тому по-настоящему повезло. А кто был в этот день на полигоне «Патриот», тому повезло втройне. Увидеть такое своими глазами по-настоящему дорогого стоит. Следующие 14-е гонки на выживание состоятся только осенью. Так что не упустите возможность увидеть это настоящее автомобильное шоу своими глазами. Гонки без правил — это всегда интересно.